Захар, я знаю, что вы очень давно живете уже во Франции, но родились в Осетии. Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы переехали во Францию? Всю историю, наверное, будет тяжеловато рассказать, скажу так. Мама хотела, скажем, чтобы мы получили образование определенное где-то за границей и так далее. В общем, получилось так, что мы оказались во Франции с семьей. Ну, я еще был поменьше, соответственно. В общем, там учился, тренировался. Вот, и жизнь, как известно, очень быстро проходит. В общем, уже большую часть своей жизни я живу там. Это сколько лет? Это около 22 лет уже, наверное. Лет 15, наверное, мне было, или 14, когда я поехал. Вот как-то так, примерно. А расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, у меня был там свой гараж, вот, ну, ИП. В общем, я занимался машинами и фотографиями. В общем, я и фотограф. Ну, по профессии я повар. Я там учился на повара, 2 диплома, так сказать, есть в портфолио. В общем, вот. Но как бы занимаюсь больше тем, что мне нравится. А нравится мне больше в профессии фотографа и с машинами. Вот как-то так. Ну, у вас сейчас уже и своя семья, дети, насколько я знаю, да? Да, у меня вот родилась дочь совсем недавно. Женился в прошлом году. Супруга местная, как-то так. Местная Остинка, вы имеете Да, в виду? да, она здесь, села Куста. Захар, я знаю, что вы очень все-таки привержены, да, не теряете связь с остинскими традициями, да, со всем остинским, даже находясь настолько далеко от родины. Конечно, мы дома говорим исключительно на остинском. На французском бывает общаемся, там, когда дети, там, племянники, все, но в основном вот, с племянниками, со всеми дома, там, мы всегда говорим на остинском. Там у меня и мама, и братья, и сестра. В общем, мы всегда на остинском говорим, да. Но дело не ограничивается только остинским языком. Вы варите остинское пиво. Кто вас научил этому и как давно вы вообще это делаете? Естественно, это не ограничивается. То есть на все праздники мы готовим, там, ну, не скажу пиво, да, но 3 пирога всегда у нас бывает, будь то дни рождения, будь то какие-то другие праздники. Всегда у нас 3 пирога на столе. Мы даже приучали французов некоторых, там есть знакомые, которые умеют уже готовить остинские пироги, там и у невестки там подруга есть, она стабильно готовит 3 пирога тоже. То есть приобщили, да? Да, конечно. То есть очень многие любят на самом деле остинские пироги, даже за границей. И у меня там есть друзья, французы, когда они пробуют, они всегда в восторге. А если говорить про пиво? Про пиво. Говоря про пиво, к сожалению, мы его не так часто готовим, но бывает, да. Вот, например, в прошлый раз мама тоже готовила его. Был фестиваль, Бавария проводила фестиваль пива в Париже. Вот, и мы были участниками. Ну, там была участница моя мама, ну, я там тоже присутствовал, помогал. Вот, и тогда моя мама заняла 2-е место, кстати говоря. Вот, маме привет. Вот, и как-то так. А так пиво, конечно же, всегда варили наши старшие, там бабушка варила, я помню, Рухсогат, мамина мать, Райчика. Вот, и, Так вас научила бабушка или мама? Ну да, есть рецепт вот с бабушки, от мамы, ну это все, конечно, передается, а потом, соответственно, человек где-то что-то узнает, что-то дополнительное привносит, да, добавляет. Вот у меня, например, что-то свое там добавленное есть, которое как бы не особо всегда, ну здесь, я думаю, не добавляют такого. Ну вот в чем ваш, ну, скажем так, лайфхак, который вы можете раскрыть? Я не прошу раскрывать секрет, но... Да, ну, у меня другой сахар там. Не белый сахар, у меня чуть-чуть другой сахар я добавляю. Там вкус немножко меняется. Вот. Плюс, вот, например, когда мы варим пиво, оно достаточно свежее, оно вкусное, все ее любим. Там градусов нет или практически нет. Дети с удовольствием это все пьют. Я в том числе с детства, это был мой самый любимый напиток. Но если несколько дней его, скажем так, оставить, то оно настоится. Да, будет более
вкусным, но, соответственно, и горчит и так далее. Это всегда так бывает. Но у меня есть определенная технология, чтобы этого не было. Ладно, я ее фильтрую, постоянно каждый день фильтрую, чтобы вот убрать эту горечь. Вот, и она, пиво само по себе бывает более чистое. А каким вообще идеальное остинское пиво, на ваш взгляд, должно быть? Ну, я всегда любил, скажем так, сладкое пиво. Вот. Но со временем человек понимает, что это не всегда самое лучшее. То есть я люблю, чтобы оно не было горьким, но и не было сильно сладким. Вот как-то так. Идеальное, наверное, сочетание. А вот о процессе приготовления, как вы это делаете все-таки? Давайте расскажем. Ну, там, я думаю, процесс известен каждому. Там каждый добавляет еще свой. Там кто-то на манке может пожарить сначала, кто-то на перловке. Да. Вот, например, я на перловке там жарю изначально, чтобы добавить цвет и вкус изначально. Вот это все обжаривается, потом это варится, потом добавляется солод, ну, с моей стороны. Некоторые солод не добавляют, там добавляют, вот я не помню, как на русском было, по-моему, цата и ронал. Вот добавляют, чтобы она была более густое. Вот это, соответственно, варится, потом это надо, значит, отфильтровать, отсеживать. И дальше у нас опять продолжаем это все варить, добавляем хмель, варим это. Это, соответственно, это там часы варки, да. Это все варится, опять же надо все это просеять, ну, чтобы это остыло, добавляем сахар, добавляем дрожжи. Вот. Ну, это определенный процесс. Я думаю, каждый, кто варит, он знает, или же если кто хочет узнать рецепт, прям, я думаю, это можно найти. В общем, как-то так. Ну, а как вы думаете, остинское пиво, оно несет в себе какой-то культурный код? Конечно, конечно. Это, безусловно, я не скажу прям как 3 пирога, но я думаю, не меньше имеет значение в остинской культуре. Именно с помощью остинского пива молились Богу. Вы недавно участвовали в фестивале пива, международный фестиваль остинского пива. Расскажите о своих впечатлениях, как вам вообще? Вы, получается, первый раз участвовали, до этого с мамой, как вы рассказывали, да? Совершенно. Сейчас самостоятельно уже впервые. Да. Как впечатления, как ощущения, как другие участники? Что-то удалось, может быть, какой-то опыт их перенять, какие-то, может быть, секреты их? Скажем так, организация, это все было организовано на высшем уровне. Мне очень понравилось. В общем, там присутствовала супруга с ребенком, там и, значит, и моя теща была в тот день. Они все мне это помогали делать. Вот, к сожалению, опыт именно от других участников большого мне не предоставилась, значит, возможность, потому что я был на костылях. В общем, я сломал ногу недавно, и прямо перед мероприятием, да, я был на костылях. В общем, сидел на месте, ну, с соседями, с соседками я так пообщался. Было очень приятно. Все были дружелюбные, значит, все смеялись. Ну, была такая, скажем так, аура праздника. В общем, было очень все хорошо. Ну, каждый старался показать вот не только свое мастерство пивоварения, но и на столе же были конечно, блюда национальные. Да. Вот я что заметил, и, кстати, там помимо, скажем, именно самого пива, там еще оценивались сами столы, как это все было преподнесено и так далее. К сожалению, и там нам не удалось не занять никакого призового места. Но главное, как говорится, участие. Участие, да. Ну, с нашей стороны, вот там, я же говорю, была теща, там сестра супруги, им все понравилось. В общем, само мероприятие им очень понравилось. Но скажу так, у нас с нашей стороны было совершенно все, как полагается, в остинском столе. То есть и, значит, шашлыки на шампурах у нас были с внутренности. И, ну, в общем, было все. И немаловажную роль, соответственно, это, во всем это сыграла моя теща, там, супруга, потому что вот с едой они больше готовили. В общем,
Им за это большое спасибо. С этой точки зрения у нас на столе было все как полагается. Но также там учитывался определенный декор. Вот правильно сказали, то есть опыт в этом сейчас у меня есть. То есть там были очень красивые столы, которые были красиво оформлены, там с какими-то плакатами, надписями, там какие-то цветы, еще что-то. Все большие молодцы. Организаторы, участники. В общем, ну, понравилось, скрывать не буду. Спасибо Битаровой Ларисе, которая меня пригласила, в общем, на фестиваль. И, в принципе, спасибо организаторам Баварии. В общем, пользуясь случаем.